Карамат Бакович, если можно, в двух словах о ваших предложениях, которые были направлены в адрес администрации города. Наш адрес проведения съезда таджиков мира, где будет предложено делегатам съезда 2 из 10 пунктов, в частности касается поддержать письмо, которое будет адресовано господину Савьяну, мэра города Москвы, проведение митинга трудовых мигрантов из Таджикистана. Причина такого заявления является длительное время граждан Таджикистана находятся на территории более 12 рынков, и они практически изолированы от общества, и создано рабские условия, и практически они не имеют связь с внешним миром. И думаю, что задача каждого гражданина, тем более руководства диаспоры, надо делать все для того, чтобы их освободить. Но я не исключаю вариант, что в этом будет помогать и дипломатический корпус Таджикистана. Я сегодня имел встречу с господином послом Владимиром Сатуром, где он доложил и в письменном, и в устной форме. И видно, что митинг, который будет посвящаться, этот митинг является, это голос, это требование трудовых мигрантов в первую очередь, что они все-таки со временем идут на пенсию, это отсутствие социального пакета, или волны все, это медицинский, отсутствие сегодня страховой, медицинских полисов. И самое такое для нас, может быть, новое, но проявляет инициатива родителей, те, которые считают незаконно осуждены на территории нашего российского государства. Это места отбывания наказаний граждан Таджикистана по различным статьям. С учетом нашей инициативы Совета нашего координационного и молодежи Таджикистана, я надеюсь к тому, что вчера было отправлено уже письмо на имя прокурора города Москвы, где нужно провести надзорные расследования по отношению, в первую очередь, центральный торговый центр рынок Люблино, это Москва. Там были появившиеся у нас плане пытки по отношению к гражданам со стороны охраны ЧОПа, где практически все вооружены, это более 2000, которые охраняют данный рынок. И там находится практически чуть меньше 4000 наших граждан, которые тащат со собой телегу, убирают мусор за хозяева данного рынка. И в частности мы говорили о том, что если говорить об условии ислам, все хозяева почему-то выбрали те, которые посещали Мекку, и неоднократно назначены их бригадирами. Они также являются коренными бывших гражданами Таджикистана, денежной части имеющих паспорта российские, а двойном гражданстве. Но все-таки, я думаю, время созрело уже, потому что долго, это 23 года. И все те, которые, у кого 23 года, это раньше, 23 года назад, приехали в Россию их родители, отцы и братья. Тогда их вообще, может быть, на свете не было, только начали появляться. Но такого продолжения профессии отца для таджикской нации это неприемлемо, потому что таджикская нация это та нация, которая сегодня благодаря в мире, благодаря оболеванию себя, как ставят цены, это уже говорит обо многом. Если враги наши не захотят помешать нас, то, слава Аллаху, в этом году, не позднее 1 ноября, мы все станем свидетелями того, что ни на одном рынке вы не увидите таджика или выход из Таджикистана с таджикскими паспортами, которые длительное время так все увлекались, смотреть, как они тяжат телегу за те же китайцами, за те же грузинами, Северный Кавказ, наши парни, власти, даже если за Астраханов, дети Дихкана говорит об хорошем, а Дихкане ребенок должен говорить о другом. Какой у вас прекрасный отец, такое благо для нашего народа, это пока не происходит. Что касается, почему до сих пор не реализовано, столько сделано было, столько времени, почему молчали, что
Вот Джамшода Равшана убирали мы нашу Рашу, ну ясно, летчика закрывали, опять наша миссия. А сегодня какая миссия у меня? Я сейчас освобождаю, я возвращаю корону вам. Таджики это носили корону. Я возвращаюсь туда. Идеально. Жаль. Ну, надеюсь, что всегда разум выигрывает. И наша позиция думает, как миссия. Должны были такие вещи делать до нас международные правозащитные организации, не захотели делать. Также, значит, руководство страны Таджикистана однозначно должны были предпринимать, давно уже предпринимать хоть один документ на уровень стран ОДКБ, касаясь вопросами, как мы можем помочь нашим трудовым мигрантам на постпространстве СНГ. Но этого не происходит, рабство идет. Сегодняшний разговор, что может их заменить другие граждане других государств, я уверенно сказал, что никто и ни один из других государств, в частности Узбекистан, Киргизия, Молдовы, они являются, которые выполняют черновую работу в России, категорически против выполнять подобный объем. Я говорил в своем заявлении, что даже узбекский президент делал жесткие заявления, не только даже те, которые о работаше, а даже которые есть дворники. Если появится подобная информация, то министр МВД будет снят из должности. Поэтому сегодня есть для нас пример Узбекистана, стоит наше руководство также на примере Узбекистана предпринимать такие же шаги, когда в республике не хватает рабочей силы, особенно части молодежи. Другая сторона вопроса: на территории рынка выявлена, уже есть фамилия, дети, которые еще 18-17 лет, их вербовали для ведения боевых действий в Сирии и в Ираке. Это тоже из аспектов нашего разговора сегодня с господином послом. Очень тяжелое положение находится на рынке женщины, а в целом в России находится положение женщин, дети дошкольного возраста. Но мы независимо от всего того, что сейчас происходит, должны совместно с государством Таджикистана, с дипломатическим корпусом и другими представителями решать ускоренные варианты, потому что в одно из прекрасных время может не оказаться ни в России и ни в Таджикистане полноценный ребенок. Просто они прошли по рукам, так называемым. Одни воспитали, другие воспитали, третьи. Каждый диктовал свои присяги на уровне своих, значит, знаний. Наше поколение готово к тому, что поставит уже точку окончательно. То, что происходило в последние годы перестройки. В частности, мы видим, если мы суверенное государство Таджикистан, мы должны этим гордиться. У нас страна прекрасная, у нас самое главное чистый воздух, прекрасная природа. Это уже залог здоровья. Спасибо. Отлично.